И если мы говорим про существование Аллаха Тааля, то за историю ислама ученые высказывали очень большое количество доказательств. Ну, например, имкан зават – возможность существования творений. По этому поводу Аллах Тааля в Коране говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, валлаху аль-гани ва антум аль-фукара». Аллах Тааля богат, а вы бедны. И на основе вот этого аята ученые вывели доказательства обязательности существования Аллаха Тааля. То есть суть доказательств заключается в том, что поскольку этот мир уже существует, и мы свидетели его существования, то откуда-то же этот мир должен был появиться. Следовательно, он должен быть результатом чьей-то воли, чьего-то могущества, а именно Аллаху Тааля. Но здесь, чтобы далиль был более понятный, мы с вами можем привести такое доказательство, которое можно пощупать. Но представьте себе весы аптекарские, не электронные, а у которых вот две чаши, они качаются вот так. И если у нас весы находятся в состоянии неравновесия, то есть одна чаша перевешивает другие, мы задаемся вопросом: а могут ли весы поменять свое состояние на противоположное сами по себе? Каждый из нас понимает, что само по себе не может быть. Нужно какое-то влияние, или груз нам нужно туда положить, или рукой нажать нужно, и только тогда весы меняют свое состояние на противоположное. Теперь мы вот эту логику переносим в область акиды и говорим о создании мира. То есть, например, мира не было когда-то. Мир был в состоянии небытия, его не существовало. А сейчас мы видим, что мир существует, значит, чаша весов все-таки качнулась в сторону бытия. Она сама по себе могла это сделать? То есть мир сам по себе мог возникнуть? Естественно, нет. Соответственно, должен был быть тот, кто своей волей, своим знанием, своим могуществом привел этот мир или вывел этот мир из состояния небытия в состояние бытия, то есть создал, другими словами. То есть обязательно должен быть создатель. Например, даже у вот этой трибуны, вот этой подставки, которую мы используем для чтения Корана, у нее есть тот, кто ее сделал. Несмотря на то, что у нее, скажем, строение очень простое, несколько листов ЛДСП, несколько евровинтов, шурупов, несмотря на то, что она такая простая по строению, эта подставка, но никто из нас не поверит, что она появилась сама по себе. Все же с этим согласны, я думаю. А если мы говорим про мир, какой он сложный? Люди тысячелетиями этот мир изучают, и до конца мы его не познали. Даже свой собственный организм. Скажем, по поводу аппендикса окончательно еще нет ответа, а для чего нужен этот орган в нашем теле. Но все равно нужен, он какую-то функцию выполняет. Да, действительно, даже сам процесс зачатия, по идее, само зачатие, оно с точки зрения вероятности невозможно, нереально. Почему? Потому что у мужчины щелочная среда, у женщины кислотная среда. Кислота и щелочь друг друга нейтрализуют. Тем более, что там очень большая конкуренция между сперматозоидами. И потом, даже если, скажем, вот зачатие оно произошло, первая клетка появилась. Откуда эта клетка знает, в каком месте нужно вырастить кость, в каком месте должно быть мясо, в каком месте должна быть почка, печень, легкие, мозг и так далее и тому подобное. И они совершенно разные ткани. Они совершенно разные по своей структуре. То есть это тоже доказательство
существования Аллаха Тааля. Но невозможно даже зачатие человека, даже его развитие в утробе матери без божественного вмешательства. Также есть доказательство, которое называется аль-худуth. Мы его видим в поступке Ибрахима, алейхиссалям. То есть есть несколько аятов, в которых рассказывается о том, как Ибрахим, алейхиссалям, своим соплеменникам доказывал существование Аллаха Тааля. Некоторые считают, что Ибрахим, алейхиссалям, таким образом пришел к вере. На самом деле нет. Ибрахим, алейхиссалям, он был верующим, поскольку это пророк. И для пророка абсурдно, чтобы он был неверующим. Ибрахим, алейхиссалям, поэтому был верующим. Но он пытался постепенно вести своих соплеменников к вере. История известна. Ибрахим, алейхиссалям, вечером увидел звезду и сказал: «Видимо, вот это мой Господь». Но когда появилась луна была больше, чем звезда. Ибрахим, алейхиссалям, сказал: «Нет, вот она больше. Скорее всего, это мой Господь». Луна исчезла, взошло солнце. И Ибрахим, алейхиссалям, сказал: «А вот оно еще больше, вот, скорее всего, мой Господь». Вечером солнце зашло за горизонт. И Ибрахим, алейхиссалям, сказал: «Как так? Мой Господь не может быть исчезающим». Таким образом, Ибрахим, алейхиссалям, пытался доказывать своим соплеменникам существование Аллаха Тааля. Помимо этих доводов в нашей истории ислама мы можем привести много примеров, доказательств ученых.